Привет! С вами телестудия «Артист». И с вами Анастасия, Александра, Диана, Анна. Девчонки, столько дел. Подарки купить, нужно подготовиться к контрольным, а еще презентацию сделать. Столько работы. Ребят, реально не успеваем. Ну а вы смотрите наши рубрики. всем привет! Я сегодня вам предлагаю сделать новогодний венок. Нам понадобятся березовые ветки, краска и игрушки. Самое сложное – это сделать каркас из веток. Концы надо прикрепить проволокой. Мы их зацепляем друг с другом, придерживая конец. Нужно запастись терпением, так как это очень кропотливая работа. Вот что у нас в итоге должно получиться. Новогодний венок должен сиять, и мы покрасим его в золотой цвет. Заранее я покрасила шишки и прикрепила их к бусинкам. Если вы хотите, чтобы венок лежал на столе, то украсьте его свечами. Согласитесь, выглядит очень торжественно. Вот и все. Осталось прикрепить колокольчики. Наш новогодний венок готов. С Новым годом! Что кому дарить? Вечный вопрос. Вот несколько советов. Младшему братику или сестренке можно подарить какую-нибудь крутую игрушку, но чтобы она была яркая и цветная. Спасибо! Вообще, с младшими сестренками все очень просто. Им можно подарить какую-нибудь новую куклу или платье, ну так, поцветней. Друзьям подарок можно дарить в зависимости от их интересов. Старшие братья и сестры – самый сложный момент. С ними надо быть поаккуратнее и подарить им деньги. Но если вы хорошо их знаете, дарите то, что им понравится. Или попробуйте пошпионить, и вы найдете список желаний на целый год вперед. Родители. Родители – самый нетрудный вариант. Для мамы лучшим подарком станет чистота. Ведь поддерживать чистоту в доме очень трудно, особенно в одиночку. С папой будет гораздо сложнее. С ним уборка не прокатит. Если что, можно помыть машину, но будьте осторожней. Неудачная попытка сделать приятное может обернуться домашним арестом, запретом на интернет. Дедушки и бабушки. Дедушки и бабушки будут рады любому подарку. Однако лучший подарок для них будет то, что вы выберетесь к ним на каникулы. Но не вздумайте подарить им новомодную технику или сенсорный телефон. Все это, конечно, очень хорошо, но не забывайте, что существует handmade. И что бы вы ни сделали, любой человек примет его с огромным удовольствием. Всем привет! Это передача Футин. Сегодня мы будем печь пряничный домик. Для этого нам понадобится стакан сахара, масло, 3 яйца, мука, специи, 5 ложек меда. В специи входит имбирь, корица, разрыхлитель, орех мускатный. А для помадки нам понадобится 1 стакан сахарной пудры и 1 яйцо. И заранее мы сделали макет домика, который в дальнейшем будем использовать. А сейчас мы будем начинать делать тесто. Нам понадобится 5 ложек меда, 200 грамм масла комнатной температуры и стакан сахара. И все это ставим на маленький огонь. Самое сложное – это все время помешивать, и самое главное, чтобы оно не закипело. Сахара не осталось. Пока наша смесь остывает, мы будем готовить вторую часть теста. Для этого нам понадобится половина муки. Добавляем разрыхлитель 2 чайные ложки. Вы, наверное, удивились, почему я высыпала весь пакетик.
потому что я знаю, что там 2 чайные ложки. Ну а корицы нам понадобится 1/4 ложки и 1/4 имбиря. И как же мускатный орех? Сейчас мы просто перемешаем 3 яйца в отдельной посудине. Перемешиваем, не взбиваем. Выливаем яйца в теплую смесь, по чуть-чуть. А теперь мы будем добавлять нашу муку со специями. Наша мука со специями закончилась, поэтому сейчас мы будем всыпать обычную. Наше тесто почти готово. Тесто должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Для удобства мы делим тесто на 3 части, чтобы потихоньку брать его из холодильника. Тесто мы раскатали на полсантиметра, а теперь положили шаблон и будем вырезать. Наш дом деревянный, поэтому мы должны сделать вид, как будто он из дерева. Наша крыша будет из черепицы, а этот эффект мы сделаем с помощью крышки. 160 градусов, именно такая температура должна быть у духовки. Наши печенья не должны пожариться, но если такое случилось, то ничего страшного. Вырезаем последние части домика, и я решила сделать декорацию, елочку. Сейчас мы будем делать помадку. Нам нужен только белок. Теперь потихоньку добавляем сахарную пудру. Прекрасная текстура. Теперь мы будем вливать нашу глазурь в пакетики. Боковинки надо склеить и подождать, когда они подсохнут. На самом деле домик вы можете украсить любыми узорами. Предположим, можете использовать M&M's как шарики или окошки сделать цветными с помощью карамели. Есть много разных способов украсить домик. Вот такой дом у нас получился. Довольно-таки такой красивенький. И самое главное, что сделали вы его сами. Огромный плюс этого домика в том, что он может стоять больше месяца. И можно его приготовить заранее, к празднику. Ну что, Зет, как тебе домик? Привет! А сегодня мы поговорим о новогодних приметах. А новогодние приметы – это маленькие хитрости, с помощью которых вы можете привлечь счастье и процветание в следующем году. Чтобы и вам быть наготове к наступающему празднику, мы расскажем вам о 10 новогодних приметах. Примета первая. В новогоднюю ночь следует надевать что-нибудь новое из одежды, тогда Новый год принесет вам удачу. Примета вторая. В Новый год необходимо иметь свой амулет или оберег, чтобы он защитил вас и вашу семью. Примета третья. В новогоднюю ночь всем женщинам нужно надеть платки или накидки, а после 12-го удара снять их. Все болезни и плохие события останутся в прошлом году. Гарантированно. Примета четвертая. За минуту до боя курантов надо взять мандарин или апельсин, очистить его от кожуры и положить под елку. И если успеть, то год будет очень счастливым. Примета пятая. Положите в карманы деньги и желательно пару крупных купюр, тогда в следующем году вы ни в чем не будете нуждаться. Примета шестая. Чем больше блюд на праздничном столе, тем больше денег ты получишь в новом году. Примета седьмая. Лучше перед праздниками отдать все долги, помириться с теми, с кем ты ссорился, и начать год с чистого листа. Также лучше навести в доме порядок и выкинуть старые, ненужные, испорченные вещи. Примета восьмая. Если в Новый год с человеком произойдет какой-либо случай, то он будет повторяться в течение всего года. Примета девятая. Если в течение праздника переодеваться несколько раз, то весь год будут обновки. И последняя примета. Чем больше людей вы поздравите, тем больше удачи вас ждет в наступившем году. Дарите всем подарки, угощайте, желайте счастливого Нового года. Это была программа 14. До встречи!